Ассаламу алейкум, Кыргызская медиафутбольная лига. Второй сезон, первый, второй тур уже позади. Будем обсуждать вместе с командами очень интересные половину турнира. И поговорим о будущих матчах. Хотим поговорить наших партнеров. Титульный партнер 1xBet, Легенда, Нитро, ЦУМ, а также реабилитационный центр Реамед. Нормально. Кандайсар, джигиттер, как группа Б? Че скучно, не? Нормально? Настрой хороший. Это же группа смерти, по идее. Это же группа смерти. Тут какие матчи были, а? Какие голы забили за вот первый и второй тур. На самом деле очень интересно. Давайте напомним, какие команды здесь есть. На первом месте сейчас по расположению команда Бромвич. Открытие, так скажем, турнира. Также следом идут команда Сайинвест. На третьем месте расположился команда Топ Тим. И неожиданно, казалось бы, да, ФК Джо, финалисты прошлого сезона, они еще усилились, командами усилились, и, к сожалению, что-то пошло не так. И сейчас они на 4-м месте. Команда Джо. Очень рады видеть вас, Антон. Правильно, да, Антон? Криш? Я тоже вас очень рад. Вы на русском говорите, Криш? Да, можно по-португальски. Очень рады вас видеть здесь. Вообще, вот медиалига у нас в Кыргызстане, она только начинается, если вот быть честными, мы только на стадии развития, поэтому, дай бог, у нас впереди будут еще какие-то новости, интересы. Вообще, как вам Кыргызстан, как вам кыргызский медиафутбол? Ну, всех приветствую. Хочу сказать, что Бишкек – прекрасный город. Ну, во-первых, это люди. Улыбчивые, гостеприимные, вкусная еда у вас. Да, это да. Что касаемо медиалиги, то ну, вы сейчас находитесь в той стадии, чтобы дальше у вас было развитие. Да. На сегодняшний момент 8 команд, 2 группы. По мне интересно то, что здесь играет футбол. То есть меньше говорят, больше играют. Да. Также нравится то, что у вас хорошая кооперированность есть между болельщиками и игроками. Да. Потому что сейчас, если вы наблюдаете, то профессиональный футбол, к сожалению, далек от зрителей. А здесь есть такая возможность, что все друг с другом общаются в хорошие, в плохие времена, все друг друга поддерживают. И мне здесь очень нравится. Класс. Отлично. А как же положение в группе? Как, нравится положение? Нет, вот насчет положения. Как сказал Намыс, всем ассаламу алейкум, біріншіден учрашып қояйын. Сіздерге организаторлар рахмат, то, что так подхватили, продолжили дегендей. А то было, будет, не будет, тем вопрос тоже всех напрягал. Как сказал Намыс, мы пришли кайфовать такой, а не побеждать такой. Чисто сыграть от души такой. Не знаю, так получилось, чынында ли мы усиленно готовились. Оказывается, футболдо самое главное играть в футбол, да? Наша задача не в то русло пошло, да? Мы не то, чтобы готовиться на футбол, мы решили искать футболистов. Вот самое плохое, это подготовка, да? Всем командам готовьтесь лучше, да? Мы все наши усилия потратили на то, чтобы футболистерді іздеп табуға, да? Мұны шақырыш керек, мұны шақырыш керек, мынчы керек. Прошлый сезонда біз мұны қылғанбыз деп, работа над ошибками қылғанбыз, а бирок не подготовились. Да. Вот наша ошибка, да? Чынымен, бізде заявкаңарды қарағанда, вот мы видели, да? Мы в группу, в общем, у нас этот турнир, он открытый. Тут регламент, любой команда, любой знает друг друга регламент, то есть все честно, прозрачно. Зонукун оқысаң, реально жүрек түседі. Там такие, большие звезды футбола. Мурзаев, потом... Дастан Албеков. Бүт сборниктердің бар бізде. Бүт емес, бірақ бывший, бүттеле почти что... Действующий. Допустим, он медиа игрок болса, onun 5-өсі, как минимум, профессиональный игрок тұрды. Біз болған күш қуатысын барын, ошаққа жұмшап салып тұрыз да. Ең чоң ошибкабыз біздікі ошол болып Бирок футбол деген бұл командалық ойын. Ошондуктан, да, прежде всего, реально, вот, тренировки и желательно костяк, вот, состав вот есть, и с ним наигрывать, да? А трансферы берекую, да, мындай. А когда много, уже сразу, да, непонятки, да, начинают. Мисалы, биринчи матч Бромвич мен Топ Тим болды ғой. То же самое, бардығы эле Топ Тимдер мы чемпионы деп шыққанда, мисалында. Так получилось, что Бромвич усиленно готовился, играл в футбол там. Да, сколько товарников сделали. Натачивал и утуалды, да?
ошондой эле болуп калды. Биз деле Сайинвестмен, мы с ними в любительской игре играли. Сайинвест деп чыкканбыз да. Наша ошибка то, что Сайинвест деп койгон. Недооценка это самое. Еще момент такой скажу. У них есть на телерадио работает он. Нурбек его зовут. Они вас выиграли, ну топ-тим выиграли по буллеталите. Мы стояли с Антоном, смотрели первый матч. Они проходят, мы их поздравляем, красавчики, красавчики. Вот этот Нурбек раз туда прошел, к трибуне, потом в обратную идет, и мне вот так руку дает и говорит: вы не смогли, мы смогли. Это так обидно было. Сейчас мы, по-моему, проиграли же. Следующую игру играем мы, не айтаат деп кто-то узнал. Да ничего, надо продолжать, просто продолжать тренироваться, продолжать играть в футбол. Поражение тоже нужно достойно принимать. Вот Гуинчой у нас есть, да, такое тоже. Никто не любит проигрывать. Вот Гуинчой говорит: я не люблю проигрывать. Все победители, да, вот каждый в своей жизни главный актер, каждый лидер, да, внутри себя. И утулу моментында человек теряет, да, что-то. Ну, типа, начинает это искать, это вот так, у вас было вот так. А почему во время игры подбегают? А почему там да? И вот я думаю, да, если по игре, если по существу, Джо очень достойно себя, на самом деле, показали вообще. Вот биринчи турнирден были моменты по организации, то есть тоже ушундай конференциялар, не знаешь, с кем там общаться. А сейчас это уже видно, да, тем более, когда уже какие-то трансферы, когда уже команда, видно, что уже команда организованная. Мы желаем, да, этой команде только хорошего, лучшего, чтобы каждая игра была МКД с победой. У вас еще есть одна игра, заключительная в третьем туре, это с командой Бромвич. Бромвич айтуда бир мал союп берели бергиле деп. Өлөмдө бодо сойгула. Ешкандай договорной туда-сюда деген жокпу, надеюсь? Негизи Кудайдан корколу, туугандар, эң биринчи. Ешкандай договор болбосун. Да, ладно, перейдем к следующим командам. Спасибо команде Джо. Так, снизу вверх у нас топ-тим. Расположились на третьей строчке. Круз. Крузга для гол чапколуш, туугандары. Красавчик же. Это же вот медиа-футболист Кыргызстана, который реально показывает такой уровень в медиа-футболе. Многие интересуются вот с Россией, с Казахстаном, многие звонили там туда-сюда, трансфер. Я сказал его цену, они просто отвернулись, ушли, да. Просто он на уровне Роналду должен зарабатывать, по идее. Но вы сколько зарабатываете, Криштиан? В месяц? Мне миллион платят. Миллион, да. Вот, тенге, да? Так, Круз, кандайсыңар, жакшы? Так, что там с первой игрой было? Можно немного вкратце? Ассаламу алейкум. Как меня слышно? Можно? Да, слышно. Всем ассаламу алейкум. Первая игра была с Бромвичем. До матча нам тоже они говорили, что они нас выиграют, все остальное. Честно говоря, мы настроились не так на игру, как чемпионы. У нас до игры был такой спад, честно говоря, то, что у каждого такая самоуверенность была, то, что Бромвич обыграет. И все, проиграли. Как Макс Паке говорил, она нам надо было, чтобы следующую игру выиграть и в дальнейшем не проигрывать. Не, вообще, когда я вот видел первую игру, я как раз в этот момент комментировал. Вот, представляешь, да, вот топ-тим Бромвич, и ты думаешь, ну, наверное, много голов будет, ну, интересно, а там труба, игра, напряжение, вот это. И мне не нравится топ-тим. Я вот через экран смотрю, прям, когда я хотел, чтобы топ-тим проиграл, да, потому что Бромвич были как команда. Они были, и Бровка была вместе с командой на поле, да, обрыв жоқ-та, бирөө отдельно тяқта эметпейт, бирөө өзүн понтун ойлобойт, все вместе, они вместе, давай выиграем, давайте докажем. И именно благодаря вот этому состоянию, да, ошону эле карап туруп, топ-тимди карасаң, топ-тимде такие, каждый там что-то сам по себе, что-то, мне аж хотелось, ошо жакка чуркап келип, что с вами, не болуп атасыңар деп айтайын дедим, бирок я как бы вообще не вмешивался. Вот у меня были пару моментов, когда я хотел зайти там, сказать им, потому что я тоже несу за собой какой-то движок, я могу сказать команде, эй, вы чё? И в ошол моментте мод барат туруп, өзүмдү успокаивать этип туруп, мимо өтүп кетип калдым. А потом уже с тренером поговорили, и, ну, тренер, это что было на поле, деп. И как бы и в группе у нас никто не писал. Топ-тимның группасында тишина полная. И вот до второй игры, грубо говоря, была полная тишина. Каждый сам по себе там мозговал, да, что произошло, из-за чего. Деп. И вот на вторую игру, насчет второй игры, Круз. Насчет второй игры. Насчет второй игры. Джо, да, блин, Джо. 4 мяча. Какая Джо?
Также ребята подходили нам, говорили, то, что у нас такие суперовые игроки пришли, то, что заявили их, то, что они нас обыграют. Но, Даже вот так как подходили? говорится, недооценка была к нашему сторону. А мы, наоборот, не как доценкой, мы наоборот переоценили эту команду и настроились на игру. Я лично час ночью в группу написал голосовое сообщение, то, что ребята, надо настроиться, надо нам выиграть. Вот на этом. Как же, свидетели сами читали же. Да, и выиграли, да, соответственно. выиграли. Отлично, хорошая игра была. Давайте, Джо, топ-тим. Нет, честно, дай. Показали хороший темп игры, хорошие игроки там были. Нам приятно наблюдать за профессионалами, за легендами футбола Кыргызстана, да. В общем-то, все, завершили. Но тут есть один момент. Можно, знаете, да, в команду заявлять одного игрока медийного. То есть, и этой услугой воспользовались команда Джо. В группе Б пока никто этим не воспользуется. Сіздерден ким келді? Эльдар Молдожунусов. Эльдар Игрок Молдожунусов, национальной да, сборной. игрок сборной Кыргызстана келіп, мы заявили как одного на одну игру. То есть имейте в виду, Сайнвест, Бромвич, топ-тим могут заявить одного медиа, такую большую звезду, на одну игру. Ну, прикол? Класс. И еще по моментам, буллеталити, это для нас нововведение. В целом, Хандай, Джаготау, в целом, давайте перейдем уже к командам Сайнвест, потом уже с Бромвич поговорим. Сайнвест, это шейхи этого турнира, да, говорят то, что, ну, это действительно, вкратце айта кетейин, Мелис, вот команда Сайнвест, тоже, я помню, давным-давно, когда мы играли в любительской лиге, Өнер деген командамен ойнап отқанда, я помню, в турнирной у нас таблице внизу Сайнвест деген команда бар болчу, да? Внизу, да, она была новая такая. Помнишь же, да? Как Ньюкасл, да? Да. Он был всегда внизу, и мне было всегда интересно, Сайнвест, что за, что, да? Такой хайп у нас. Да. И нет, я имею в виду, ушел Дон масштаб, вы держитесь, да? Сколько лет вот этот любительский масштаб, и вот сейчас ворвались в медиафутбол, еще нормально ворвались, какие перформансы делают, да? Отлично, Сайнвест, мы рады вас видеть. Всем салам алейкум. Меня зовут Мелис Саирбеков, я основатель этой команды. Как вот Максат правильно сказал, Как вот Максат правильно сказал, у нас команда была собрана 3 года назад. Да. До этого мы играли в разных любительских лигах, и, к сожалению, больших результатов мы в этих лигах не показывали, так как мы там играли для себя, для удовольствия. Да. И в один момент вот это все пошло, медиалиги и так далее, везде начали это транслировать, и нас это заинтересовало. И мы решили собрать команду и войти в эту лигу. Да. В этом сезоне мы вошли в лигу, и, если честно, мы очень сильно готовились. 2 месяца мы готовились, у нас тренерский штаб, 3 тренера есть и так далее. Да? Набирали игроков, тактически готовились. И к первому матчу мы с Джо группом подошли прям очень серьезно. Потому что мы с этой командой играли, всегда, по-моему, раз 5-6 играли, да, уже. И мы примерно уже знали. Мы их каждый матч даже вот так обрезали, смотрели, с тренером сидели, все прям изучили. Но я скажу, что Джо Групп это самый такой серьезный соперник для нас был в этом чемпионате. Да. Вот. По поводу команд я хочу сказать, ну так по очереди, да. Команда Бромвич, на самом деле тяжелейшая битва у нас была с ними. Это та команда, которая не дает никому победу и сама не побеждает. Просто она не хочет выигрывать и не хочет, чтобы их выигрывали. Понимаете, вот такая команда, как блогер из Кыргыз Фристайл сказал уже. Вот, и по поводу команды топ-тим, это, знаете, мы все-таки так рассматриваем, что это как... Вот «Властелин колец» все смотрели, да, 2-я часть, где вот крепость штурмуют же орки. И вот Гэндальф говорит, я приду на 5-й день с первыми лучами солнца, ну, в лице регламента, да? И каким-то способом после первого тура все это начинается, Гэндальф приходит, регламент меняется, и топ-тим прям сильно усиляется. Но это футбол, мы с этим согласны, у нас никаких претензий нету, просто внезапное совпадение. Да, этот момент тоже обсудим. Можем сразу даже обсудить. Я могу сразу ответ дать, чтобы на потом насчет вот регламента у нас были изменения после первого тура. На самом деле это было множество факторов. Вот ушел Мерсена убрать.
Потому что медиапроф деген эме, вот, допустим, вот человек тоже с российской лиги медиафутбольной, и вообще из казахской команды келген в порядке, и мы вместе начали обсуждать вот все, регламент, как там происходит, что будет еще в будущем, выезды в Казахстан, как там, по какому регламенту это все работает. Медиапроф деген это нами выдуманная тема, вот это там, в данном случае, это как бы мы придумали, чтобы там типа профессионал было на поле меньше. Но в общем регламент айтқанда, вот именно в порядке регламент откройте, посмотрите, вы там увидите из таких блогеров яркого, наверное, Терри Тиму только. А остальные это все игроки, профессионалы, которые попадают по регламенту по 15 выпусков на YouTube. То есть профик становится медикой, и они прям это. И этот регламент ушел, да, закрепленный регламент был изначально. То есть, и я зашел к Бахадыру Хочкорову, мы сели и начали рассматривать, это что, а что за медиапроф, а что за... Есть медиа, есть проф. Все, короче, кто в медиа проходит, тот играет как медиа. Кто проф, кто ноунейм, любой ноунейм, это уже профессионал. Да? Ошол жерден заключение кылдык. И как бы я думаю, это наоборот, мы будем держаться вот этого же регламента. Келечекте дагы бар да, буюрса вот жазында сейчас планируем. И все уже можете подготовиться. То есть регламент для всех один. Бул жерден, да, я согласен. То есть то, что топ-тим, кечирип койгула, топ-тим, был регламент мен давно келатат да, негизичи. На самом деле, извиняюсь, что перебиваю, тут такой момент, что к этим изменениям практически никто из команд готов не был. У них нету столько медийных футболистов с футбольным прошлым, как есть у топ-тима. Я за любое изменение согласен в развитии футбола. Да, и, в принципе, я за это изменение тоже согласен, просто вот такое внезапное совпадение. Подготовка такая. Да, и оказывается, готов именно только топ-тим к этим изменениям. На самом деле. Нет, не только топ. Может, вы думаете, что из-за того, что у нас будет стыковая игра на выход с топ-тимом, поэтому я так говорю, но я думаю, что многие здесь команды меня поддерживают, потому что если мы по ходу дела и по ходу результатов меняем условия турнира, то мы должны давать возможность другим командам заявить также других игроков. Конечно, нет. Тут Дазаев, смотрите, Мелис, вообще в целом из-за того, что турнир начался непонятно, как подчеркнул команда Джон и Экзи, на самом деле мы же знаем же внутрики, то есть не надо сейчас, ну, я менуем, да, на камеру делать так, то, что мы там взяли и резко все изменили. Нет, мы-то знаем, как это все происходит, чоголег, акылдашип, кылаткан жумушта, был общее наше дело. Мы понимаем то, что вот шел учурда, из-за спешки, нам просто вот поле сказали, погода пока позволяет, давай вот это поле, давай вот это, газ, короче. Но после первого тура сколько нарушений было, Мели, скажи, с каждой команды. Мы же закрыли эти все, проснулся. Но видишь, тоже, то есть был деген, мы должны это. На самом деле, Максат, я согласен, с нашей стороны, со всех команд действительно были нарушения. Да, нарушения. И тебе вот тоже большое спасибо за организацию топ-тим лиги, медиалиги. Медиалиги топ-тим. Вот. Медиалига, топ-тим. Топ-тим чемпион МФ. Чемпионы 5-й раз. 10 жылдан кейін 25-й трофей топ-тим. Нет, көрөсүң. Бардығы жалып айтып отыр ал. Каждый раз регламент өзгөртөрөңөр. Окшошпой отса, регламент өзгөртөлө. Новый регламент. Нет, на самом деле, это все юмор, Максат. Тебе большое спасибо, давайте поддержим, организовал великолепный турнир. Ай, блин, от души жигиттер. И по поводу команды Джо Групп, Да. честно, мне очень обидно за ребят. Я всей душой вот прям хотел, чтобы топ-тим вышел, Джо Групп вышел с группы. Да. Вот, и... Нет, Джо Групп молодцы. Да, это очень Джо Групп. хорошая команда. Классно. И самое главное, они умеют договариваться. Да. То есть вот Крещана позвали из-за границы, многих игроков они в команду заявили, и сейчас там где-то что-то договариваются с Промичем. Ну, в общем, молодцы. Промичем что-то договаривается? Я шучу просто. На самом деле, Джо Групп, вы очень сильная команда. Не повезло в этом году. Я думаю, что обязательно вам повезет в следующем году. Не расстраивайтесь, ребята, у вас все впереди. Я считаю, вы одна из самых сильных команд этого турнира. Чё, проход? Да, сильная. На самом деле, классная команда. Ооба, просто өзүз күнөөлүбүз чынындачы. Любой Ничего, нерсеге. эме десерт көтөлүү, жанатан бери сөздөр уже толуп, уже бул жерге туруп калды болуш керек, Келе, ваши аплодисменты. Команда Бромвич, Бекс, да? Бекс, да.
Вначале ассаламу алейкум Ва всем. алейкум салам. Вначале хотелось бы сказать огромную благодарность организаторам турнира. Спасибо за такую возможность. Рахмат. У нас есть КПЛ. Я думаю, медиалига это на втором месте стоит после КПЛ. И прям такое предложение можно сделать, то что обязательно первая двойка, например, Да, в финале, да. первое и Кубок второе место, Кыргызстана. чтобы вышли на Кубок Кыргызстана, либо в КПЛ, потому что это уровень жигиттер. Да, да. Таких сильных игроков, да, вот поднимают руку. Вот там. Медиалигадан сразу КПЛ-ға Жоқ, Кубок. КПЛ емес. Кубок Кыргызстанға у всех есть возможность, у каждой команды. Есть возможность, выйти, да, просто? да, зайти, и мы уже будем с низкими командами играть. И кетсек, то медиа команда будет играть с вышкой. Ну, Ну, это... Тогда у меня такое предложение, да, если без профессионального уровня медиадан шыға тұрған болсақ, тогда в медийную Объединять? лигу вообще профессионалов не звать. Ну, Джо Про уклад, да, типа, топ-тим Про, там, Да, вот Бромвич это- Про деген Нет, тема. так как, смотрите, я перебиваю, извиняюсь, если в медийной лиге аз профессионалдар ойнатпайбы бізде на данный момент, и всем барнали билинули ғой, то, что Федерация футбола против этого, того, Да. чтобы играла профессиональные игроки, у них свои задачи, да. Мен никаким образом не хочу задеть профессионалов, но он профессионал, здесь любитель. Там Ахтан Рыскелдиевке же болбосо тот же бір медийный игрокту бір профессионал очкосын текшерет там, либо да бір нәрсе кылып койсо, не все поймут. Многие, может быть, поймут, но не все. Бирөө айтат, ой, тиги минтип калды, бул минтип калды. Он профессионал, он каждый день занимается. Да. Тиги байкуш той алып барат, анан эртеси күнү келет да футбол ойнойт. Вот это вот может прекратить деп менин оюм да. Не, без проблем. Как предложение, мне вообще в целом как предложение, то есть же игроки, вот, допустим, условно, Круз, он может себя заявить Темеден. То есть мы можем найти баланс. Там, допустим, Джо, Бромвич, топ-тим, мы можем медийный матч сделать. Вот шоу-матч. Нет. Джо тоже, чтоб чисто медийка чыксын. Вот, чтоб Мелис тоже, чтоб я тоже бегал, да? А так мы просто поле создали. Профики, давайте, играйте, деп туруп, и профики играют, а мы такие, мы же команда, депчи. А так хочется тоже ощутить, там, гол забить, понимаешь, там, и еще Не, побегать. просто, видите, силер айткандай, ноунеймдер, допустим, мага окшогон, у меня карьера вообще не задастся, да, у нас возраст. Бирок молодые, вот Круз, там ушуга окшогон эле оюнчулар, Сайинвестер деле молодой, көп балдар баркын, которые бегают. Булар медийный футболдон вышкага чыгып кетсе, это результат, да. О, вот А это будет. каяктан чыгат, бул не профессионал, а против него играет профессионал, анан зачем деп муну албайт да. Если там не было бы профессионалов, Круз уже давно КПЛ ойноп кетмек. Это мое личное мнение, да. Это Ушундай просто болсо- предложение, так что... Да. Негізі айтып қой, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. депчи. Это мечта. Конечно. Это Не, мечта, на у нас самом есть все деле шансы. я поддерживаю вот Да. предложение Бромвича, да? Давайте То есть все это не подумаем. должно Класс. заканчиваться тем, что команда выиграла чемпионат и чемпионы. Дальше можно вот кто чемпион, первое, второе место. Почему Да, бы и нет, кубок, проверить. Да, смело. Самая главная задача медиалиги на самом деле это чтобы люди почувствовали себя футболистами, окунулись в эту сферу. И для этого нужно, чтобы они видели профессионалов. Да. Если они будут все время любители между собой играть, то эта лига расти не будет. Да, не будет роста. Вот. Поэтому первая, вторая команда и две профессиональные команды в конце турнира организовать кубок, это вообще шикарно будет для Да, роста медиалиги, я считаю. Давайте рассмотрим этот вариант. Ну, вообще, да, мы рассматривали, мы вообще думали, вот мне Айтхан недавно тоже рассказали, типа, Кубок Кыргызстана можно зайти, да? Без медиа команд. Но мы же уже армию будем за собой иметь. Вот, допустим, наши матчи уже такой шум. Все болельщики, да, КПЛден эмелер келип алып, Абдышатада эмелер байкелерде келип отуруп алып. Вау, что за праздник? У всех улыбка, жаңа биздин кимле Олешник, биздин Орешин. Да, Орешин келип батасын айтып кетти. Он тоже говорит, личноч. Вау, как классно, футбол продвигаете в Кыргызстане. У нас такого не было, прям здесь праздник. Он сразу увидел, что у нас вайб праздника, да, мы создаем футбол, вот эту динамику, атмосферу, то, чего не хватает в КПЛ. Дальше. Да, и сейчас будет очень много слов с моей стороны, так что заранее прошу прощения. Так, вообще о нашей команде Бромвич. Бромвич команда, ну, многие, наверное, здесь не знают. Мы играли первый сезон. Организаторы нам позвонили за то, что выбыла какая-то команда Да. и сказала собрать срочно команду, сможете ли деп. Біз 2 сааттын ичинде мындай эле мини футболду ойноп жүргөн балдар бири-бирибизди чогултуп, аябай жакшы чыкканбыз. И тогда помню то, что у нас была чуть послабее группа. Да. Анан мы, ну, игроки вообще нету профессионалов у нас, не было тогда. Мы играли, скажем так, достойно против каждой команды, себя показали тогда. После этого мы
у нас какая-то цель появилась после поражения, мы тоже не смогли выйти из группы. Была цель, чтобы выйти, доказать себя в будущем. И мы начали играть товарищеские матчи, международные товарищеские матчи с Казахстаном мы провели. И с тех пор мы не проигрывали. Каждую команду, которая... Не, базара нет, чыннем, ачык сөз, красавчик. И нет, ну, вас точно выигрывали. 3 раза. Вы не смогли, мы смогли. Товарищеские матчи 5-2. Не считаете, да? Все хорошо. У нас ребята такие. У нас вот, оказывается, говорят то, что Бромвичке везет, у Бромвича есть спонсоры. Мы единственная команда, которая не имеет спонсоров. У нас ребята не играют за деньги, у нас играют ребята за одну идею. За Бромвич играют. У нас есть какая-то магия сплочать всех игроков. Мы взяли малышей, вот буквально им по 16, по 17 лет. Мы их с собой везде берем, неважно куда. Мы всегда с ними вместе, мы всегда с ними на одной волне. И сейчас Саидбек Абдышевич и многие другие любители, имею в виду профессиональные, кто владеет клубами, оказывается, интересуются нашими игроками. Это тоже очень хорошо, мы им даем возможность. Конечно. У нас вот есть опорник Эльдос. Бұл жақта Антон Землянухинді жеп қойды деп қойса болады. Он не давал играть парню всего лишь 17 лет. Эльдос, у него все в будущем. Так, теперь по игре. У нас вот, кстати, последнюю игру пришел Асхат. Асхат Осмонов. Это тиктокер, он сейчас проживает в Казахстане. Через него, когда мы вот выиграли по буллету, да, оказывается, многие казахстанские команды предложили нам игру. Давайте сыграем, потому что на него очень много медийных команд подписано. Из-за этого надо прокачивать, так как медиа-команда, надо прокачивать медиа-игроков. Это мое чувство, да, потому что у нас вот играет Джакс, Нурпул Адылбеков, Асхат Осмонов. И через них мы на огромную аудиторию даем знать то, что Бромвич есть такая команда, есть такая медийная команда. У нас есть чемпионы мира. Это Эрназар Ахматалиев, Алибек Осмонов. Они тоже среди этого, все спортсмены, многие спортсмены, потому что каждую игру посещают у нас борцы, приходят поддержать Эрназара. И каждый вот борцы знает тоже то, что Бромвич есть такая команда. Надо вот узнавать Джигитер. В первую очередь, я думаю, это медийность. А то, я смотрю, у многих команд есть сборные игроки. Некоторых игроков не выпускают, оказывается, многие команды. К сожалению, я должен это сказать, за Иназуму Сигма, да, в прошлом году очень играл. Был такой бум. Да, самый такой игрок, который во всем мире известен. Да. Но его не выпускали. Мы такое не делаем. У нас Джакс постоянно играет в основе, у нас Нуркул играет в основе, у нас Асхат выходит. Все медийные игроки выходят. Вот, мне кажется, вот Бромвичу все есть, абсолютно все есть. Хочется еще контента, да? Контента на YouTube. Именно YouTube-ка внутряк посмотреть, вот такого контента. А бездыки, что, в основном мы ограничиваемся только Инстаграмом, этими сторис, и все, да, там рил сделал, и все. А если вот контент изнутри, очень интересно, вот по мне это очень интересно будет посмотреть на вашу команду изнутри, как вы заряжаетесь, кто у вас в команде лично, кто как перед игрой, какой дух команды, вот это тоже важно. Я вам даю слово, то что к следующему медиатурниру у нас на поле будет 11 медиаигроков. 11 медиаигроков? Да, на поле. Я вам даю слово. Все? Мы по регламенту сделаем так, чтобы было больше 20 видео у каждого игрока. Мы постараемся к следующему медиатурниру. Мы подготовим, чтобы у нас не только 11, а 30 игроков было медиа. Давайте. Все, мы заряжены. Удачи. Против каждой команды играем. С нашей стороны не было никакой команды недооценки. Вот говорят то, что Бислер Двутаус, Тепгеверки, Бизнес Балдар, сайт кеткен. Один игрок не решает за 30 игроков. Конечно. Джигитер. Один может вам сказать, но остальные 29 каждого из соперников уважали. Первый топ-тим. Мы очень сильно переживали, не спали, вот как говорит Круз. Если вы после нашего матча не спали, мы до вашего матча не спали. Вот в чем разница. Так что мы есть очень что сильно были готовы. Нет, конечно, есть. Увидимся в полуфинале такой-то или что-нибудь? Да нет, в финале увидимся. Да, и против Саинус тоже. Мы вас не недооценивали, мы вас наоборот принимали как очень сильных игроков, потому что у них в команде играют такие игроки, как игроки Мурас Юнайтед и других игроков КПЛ. Ахтамбеке, как пошутил, сборная Ганы как будто играли дегендей.
Кстати, очень сильные игроки, очень сильные медийные игроки. Пользуйтесь, это только начало, жигиттер. Завтра, конечно, наша игра решит, то утат ким утулат дегендей. Таблицу. Бирок обязательно жигиттер надо качать медиа. Это наш Хорошо, совет. пожалуйста. Хорошо, Бул жактан сага рахматчы. Именно медийный жагынан туура айтат. Бул деген это наше общее дело. Раскачивать нашу команду, эту лигу. Поэтому я тоже посоветую вам к матчам готовиться, как мы готовимся. Ну, вы, наверное, видите, да? Свое оборудование, дроны везде летают и все, Да, есть, да, да? Вот это надо делать всем. Ну и личностный рост каждого игрока, это тоже, конечно, само собой надо отметить. Конечно, там вот большая система. Да. Бромвич молодцы, очень дисциплинированная команда, но по сравнению с топ-тимом, который выигрывали чемпионат, которые сидят здесь очень скромно, Бромвич, ну я не знаю, пусть топ-тим скажет. Бромвичу ответку дать. Они говорят, до матча они спали, как мы этот кубок поднимем. Они могут дальше спать. Этот трэш-ток нужно везде сделать. Мне кажется, мы единственная команда, которая начала трэш-токи закидывать в Инстаграм. Топ-тим и Инвест в этом увидели. Нет, мы увидели. Я лично видел. И в первом сезоне трэш-ток был. Трэш-ток присутствовал. Да. Тогда, наверное, я не активно следил. Извиняюсь, да. Трэш-ток почему-то не заметил. Если я раньше, допустим, это если лице Джакса было, если я раньше его видел на каком-то большом фестивале или где-то, как он пел, теперь я вижу, как он поет в раздевалке. Вот еще момент, я извиняюсь, тоже я видел тоже видеоролик, в целом видеоролик, но вы удалили, по-моему, там быстро удалили, потому что, ну, слишком, да, ну, там типа лого топ-тим лежит, да, кто-то там подходит, берет с лого Бромвич и кидает его в мусорку, короче. И лого топ-тима уходит в мусорку. Ну, типа, счет, ладно, 3-0, там, не знаю, 4-0, растоптали, выкинули, базара нет, да? А булеталити, вот это. Но в любом случае это выигрыш, я ничего не имею. Я даже посмотрел, и я даже улыбнулся. То есть, это классно, это юмор. Обижаться от кендрик. Кто мы, чтобы, ну, обижаться на самом деле. Но трэш-ток присутствовал и до. То есть... По поводу этого тоже хотелось бы рассказать, Макс Пайке. Я помню то, что мы тренировались, начали активно разминку перед матчем с топ-тим. Нам прям с микрофона кричат: что там, Бромвич, боитесь? Да, и мы такие там недопоняли, да, почему в микрофон так говорят, и мы такие стоим, блин, как они могли так сказать нам? Кто, интересно, сказал? Ханбек Рыспаев, может быть? Мы же ночью не спали за это. И потом еще было во время, ну, мы все ребята, которые знакомы со всеми, тойдо микрофонда айтылган нерсе, то, что топ-тим никогда не почувствует Бромвич и так далее. Тойдо үшін таттың, Конечно. Вау, я вообще не... Сен айттың беле? Сайынвес, топ-тим, Бромвич, ынтымаң райға күшті кенде кенче ба. Мен жамандан қалдым. И мы насчет Неге этого... жоғы андай жоқ. И мы насчет этого с топ-тим подошли очень серьезно, потому что сколько бы мы ни предлагали товарищеский матч топ-тиму, топ-тим не получилось с нами сыграть. И мы к этому матчу очень сильно готовились. Было такое сказано у некоторых, то, что Бромвич смогут победить топ-тим через 70 лет. Но было очень много сказанных слов в наш адрес. Из-за этого этот трэш-ток поймите правильно. Да, нет, мы молчали все это время и ответили после игры. Не, классно. На самом деле я тоже напомню, да, для тех, кто не в курсе. И вот начинают турнир. Кто? Топ-тим Бромвич. И Бромвич действительно сенсационно обыгрывает топ-тим. Но это и для вас было классно. Мне лично было приятно смотреть на эту команду. Я радовался вместе с ними. Там было столько эмоций. После, даже Сайнвестегни тоже, они такие прям вау. Поэтому именно по этим критериям давайте от нашего партнера, команде Бромвич, презент, как мастера булеталити, командный дух, эмоционально они были лучше всех в первых двух турах. Как команде, которая действительно имеет дух, они мастера булетали. Я прям был в легком таком шоке. Да, итак, потихонечку переходим дальше. Мы знаем то, что мы выявляли лучший гол первого тура деген нерсеге. И давайте на раз можем, да, посмотреть, пожалуйста. Какие же были голы? Так, это первый гол. Это Криштиану. Вот здесь, как он вот здесь, смотрите. Какую...
Шикарно. Красивый гол, красивый гол. Да ладно, это Криштиану. Человек, давайте следом голчамыздармен, это наш дорогой друг, гость, который реально приехал, прилетел и забил такой красивейший гол, Спасибо. Да? Что скажете? Вот здесь Харсан, ну быстро, да? Быстрый. И у многих, знаешь, насчет вас, вот конкретно у многих, типа, если честно, в Кыргызстанда там чуть ли там 70% Криштиану, да? Всех футболистов, да? Все там хотят семерку, все вот да, внутри вот это есть. И многие Криштиану олса, что, Криштиану что ли? Ну давай, что там, да? И по игре, когда же пастары, вот это шик-шик, быстрота, как молодые годы Криштиану зажигал, мы увидели эту картину, и мы весь стадион кайфовал от твоей игры. И спасибо тебе, что ты нашел время, приехал, и за такой красивый гол тоже, Рахмат. Спасибо вам. Очень приятно, спасибо за аплодисменты. Но я хочу сказать, что медиафутбол чем хорош, то что мы даем шоу и пытаемся радовать зрителей, болельщиков, молодежь. Да. Потому что сейчас, если вы заметили, мировой футбол, он стал каким-то прагматичным. Да. Не особо интересным, ярких футболистов там очень мало, да. И неинтересно смотреть. А в медиафутбол тема и хорош. То, что мы можем продемонстрировать свое мастерство, порадовать зрителей. Так что спасибо вам. Кайф, кайф. Чинлей, вот заметьте, да, КПЛ-дагы бүт профтор, они у них прям стабильно, аккуратно бердың, возвратил, никакого там, им не разрешают делать, лишние движения. А именно здесь, в медиафутболе, каждый игрок может почувствовать себя, Роналдиньо, Роналду и так далее. Как в прошлый раз, в прошлом МФЛ, Тего, помните проход Тего? Топ-то шик, там перевес, там шик-шик убрал вообще. Супер, еще один гол есть у нас, давайте еще глянем. Они набрали одинаковое количество голосов, гол Криштиану, а также гол со штрафного. Это команда Сайинвест, Эльдяр забивает вот такой вот красивейший гол. И основателю Сайинвест от наших партнеров, легенда Шуро, можно будет передать это нашему игроку Эльдиару за красивейший гол первого тура. Ошондойле, если вы заметили, братья, да, все, был азыркы учурда, вот МФЛД, там, перформанс кылган командалар. Вот, это были считанные, это был Сайинвест и Намыс, да, которые передали там Колпак. Ну, Колпак это хорошо, а Мустанг с девочками и с Кэнди, это, это мощно. Давайте Сайинвестке да голчап. За самый лучший перформанс команда Сайинвест заслужила, реально заморочились ребята, барып. Вот это вот все, они вкладывают в медиафутбол, именно поэтому, как лучший перформанс первого-второго тура команда Сайинвест. Вот, Шоро нормально, бозодан ичип. Ошол, силерге чоң рахмат. Очень приятно, что вот такие люди окружают нас. Спасибо за вашу где-то поддержку, помощь. На самом деле это работа не одного человека, не 10 человек. Это целая система. Дай бог, мы тоже уже есть планирование насчет видения, насчет следующих этапов турнира, вообще как мы будем проводить, какие еще нововведения, улучшения. Может, это будет международный какой-то еще больше статус. Да, и хочется, конечно же, масштаба, еще хочется уровня. Спасибо всем за ваше время. Буйруса келе жаткан ойындарга ийгилик каалайбыз. Тут у нас получается 3 команды, у которых есть 100% возможность выйти из группы, и команда Джо, у которой нету, да, возможности. Ради удовольствия ойнаган команда деп кое берели. Силер Иназума мен отдельно барып бир шоу матч кылып келсе болот. Тамаша. Джо, топ-тим, и Сайинвест и Бромвич, ваши аплодисменты. Группа Б. Увидимся уже в конце этой недели, в начале следующей, в прямом эфире на канале Кыргыз Медиа Футбол Лиг. Будьте активнее, оставляйте комментарии, подписывайтесь, впереди будет еще интереснее. Рахмат.